Новостям культуры. Микс из текстов Достоевского, размышления о чернобыльской трагедии и мотивов фильма Андрея Тарковского «Сталкер». В рамках 5-го международного театрального форума «Навруз» сегодня говорили о разного рода потрясениях в современном обществе. Первый показ в России состоялся благодаря колумбийскому режиссеру Алехандро Гонсалесу Пуче и его студентам, приехавшим в Казань из университета Юга Колумбия. О самом громком моменте Навруза в материале нашего обозревателя Дмитрия Пивоварова. Аринушка, я возьму с собой идиота, чтобы не скучать в троллейбусе. На спектакле колумбийского режиссера Алехандро Гонсалеса Пуче «Чернобыльский идиот» точно не соскучишься. Знакомый персонаж обладает тем же набором составляющих, усвоенных нами с моментами приближения к Достоевскому. Здесь и князь Мышкин с характерными припадками, светская львица Настасья Филипповна, весьма агрессивный Рогожин, представители общества и прочие фрики. Пуче, обучаясь в России, до сих пор хранит в сердце и фон Чернобыльского взрыва. Сделав его театральным фоном, гость Казани поместил туда разнокалиберных студентов. Это было 1986 года. Я учился русский язык в Минске. И все это произошло, я ничего не знал об этом. И меня спасала моя мама, которая как-то от Колумбии меня позвонила рано утром. Я готовился на демонстрацию 1 мая. И, конечно, и узнала все это, и поэтому не пошел там на демонстрацию, на солнце, все угодно. И потом вышла эта книга Светланы Алексеевича, и я как-то опять вспоминал все эти моменты. Это студенческая работа всероссийской премьеры, которая состоялась в Казани в рамках Навруза. 1 июня «Идиота» покажут в Москве в ГИТИСе. А пока анатомирование темы мировых потрясений на конкретных материалах. Первыми зрителями стали театральные критики, менеджеры, актеры, режиссеры, литераторы и журналисты. Достоевский, la Universidad Central de Bogotá. Достоевский, в общем, в столице, в театре. Уже показывали одну пьесу Достоевского, как раз-таки «Идиот». Они вторые, которые в университете, их университет на юге, город Кали. Оказывается, эта пьеса на самом деле не очень популярна в Колумбии, Достоевский, но так как их преподаватели, вот Алехандро Гонсалес и Ма, учились в России, поэтому они ставят этот спектакль. Исполнительница роли Настасья Филипповна впервые со сцены произносит тексты. По жизни является исполнительницей современных танцев контемпорари. Fue muy difícil porque yo no soy actriz. В университете у нее 2 семестра было курс актерства, поэтому это ей очень помогло, и плюс ей преподаватели очень сильно помогли подготовиться. И благодаря этому вот она смогла исполнить эту роль. Это не первый визит Пуче в Казань. Старожилы помнят спектакль по пьесе Кальдерона «Жизнь есть сон», а супруга режиссера Ма Джень-Хонь ставила в Камаловском «Принцессу Турандот». Кажется, что он такой академический театр, но внутри есть очень много движений к авангарде, к традиции, и это здорово. Показы Навруза продолжатся спектаклем молодого режиссера казанца Айдара Забарова. Но сам режиссер, ученик Сергея Женовача и привозивший на прошлый Навруз свой спектакль «Собачье сердце» в нашем городе не появится. Театралы знают, что в Москве он на расхват. Только что закончил постановку в Ленкоме. А в театре Камала его ждут с новым проектом. Дмитрий Пивоваров, Андрей Ключников, телеканал «Эфир».